республике от укусов клещей пострадали уже 9 человек. Это жители Кайгородского, Прилузского, Сысольского районов и Сыктывкара. Активности членистоногих способствует теплая погода и беспечность людей. Укушенные, как правило, пренебрегают мерами осторожности. Елена Шумилова встретилась с пострадавшими. Когда наша съемочная группа приехала в Кажемскую врачебную амбулаторию, в коридорах обсуждали горячую новость. Клещ покусал еще одну женщину. Ей оказалась медсестра санатория Анна Кувардина. Мы застали ее на работе. Мы пришли с ребенком на речку, посидели около часа где-то. Пришли домой, все, легли спать. Утром встали и обнаружили. Потому что не ожидали, что клещ вообще будет. Ни одежду, ничего не отряхивали. Ане оказали медицинскую помощь. Удалили насекомое, ввели 6 ампул иммуноглобулина и поставили на учет. Симптомы – головокружение, слабость, повышенная температура, тошнота, рвота – могут проявиться гораздо позднее. Когда клещ только кусает и не обращается, вот таких симптомов в клинике еще нет, еще ничего не болит, ничего. Но мы, когда им делаем иммуноглобулин, мы их предупреждаем, что наблюдение в течение 45 дней, они должны за собой следить. С другой женщиной, которую укусил клещ, нам встретиться не удалось. Но медработник сельской амбулатории сообщила, отправленные на экспертизу насекомые не были переносчиками энцефалита, и пострадавшие могут не беспокоиться за свое здоровье. А что касается прививок, то делать сейчас их уже поздно. Вакцинация у нас уже прошла полностью. Все 556 взрослых уже привито В1, и детям В1 50 доз уже привито. Значит, следующая вакцинация будет у нас через 6 месяцев взрослым. Это будет осенью. Уже сейчас кажемцы записываются в очередь на прививку от клещевого энцефалита. По словам медиков, бесплатной вакцины хватит на всех. Елена Шумилова, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Кайгородский район. В Сыктывкаре